Полное уничтожение Израиля. Новые эксперименты над белорусскими медиками. Арестович собрался в президенты. Быстрые новости недели. Поехали. Высокопоставленный член Хамаса Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских. Также он пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль. Хамад назвал существование Израиля нелогичным и добавил, что его надо стереть с лица земли. На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: да, конечно. Лукашенко подписал закон об ординатуре для медиков. Теперь ординатура для белорусов будет только бесплатной. Это значит, что после обучения всех ждет отработка. А срок отработки увеличивается с 2 лет до 5. Заочники не исключение. Сам срок обучения тоже возрастает и составит от 2 до 5 лет. Таким образом, поступление в ординатуру свяжет врача в Беларуси на срок от 7 до 10 лет. При этом вводятся серьезные санкции за уход с учебы или отказ от отработки. Обновленный закон вступит в силу через 3 месяца. Рубрика «Скажи мне, кто твой друг». Спецпосланник Лукашенко Виктор Шейман встретился с президентом Зимбабве. Премьер-министр Кубы приедет в Беларусь, а Лукашенко надеется встретиться с президентом Алжира. Заживем. Генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов продолжает работу, несмотря на требования Международной Федерации покинуть пост до 30 октября. Претензии к Шевцову возникли на фоне его визитов с нашивкой Z в оккупированной Россией украинский Луганск и Донецк, а также заявлений о перемещении украинских детей с оккупированных территорий и об использовании ядерного оружия. Алексей Арестович намерен баллотироваться в президенты Украины. Дата выборов пока неизвестна из-за военного положения в стране. 1 ноября Арестович опубликовал предвыборную программу, среди пунктов которой значится предложение коллективному Западу. Мы готовы к варианту Киссинджера, требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем. Написал экс-советник Зеленского. Ларису Грибалеву отпустили после задержания. Напомню, правозащитники сообщали, что у Грибалевой прошел обыск, а ведущую задержали. Точных данных, когда это произошло, нет. Ранее Грибалева попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году ведущая была одной из 1000 белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия. За возложение цветов к памятнику жертвам репрессий осудили 2 бобруйчан. Бывший врач Данута Дьяченко была оштрафована на 20 базовых величин, а преподаватель местного колледжа Виктор Схаба на 2. Осудили их по статье «Несанкционированное пикетирование». Редактора региональной газеты Александра Манцевича приговорили к 4 годам колонии. Журналиста обвинили в дискредитации Республики Беларусь. Шкада, што я не магу навучыць унука новым беларускім словам, а моя дачка не можа патлумачыць унуку, дзе знаходзіцца яго дзядуля. Але яму не будзе сорамна за дзеда. Шкада газету, якая могла існаваць доўгія гады. Сваёй вины не признаю. Сказал в последнем слове политзаключенный. Сила солидарности. Менее чем за сутки белорусы собрали 9000 евро в поддержку музыкантов Турбенд и их семей. Во вторник судья Сергей Соловский приговорил Дмитрия Головача к 9 годам колонии, Евгения Бурло к 8 годам, Андрея Яремчика к 7,5 годам колонии усиленного режима. За время заключения барабанщик Евгений Бурло получил 3-ю группу инвалидности. Он передвигается на костылях и нуждается в операции на тазобедренном суставе. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.